Ефір «Етер» триває. Я, Альвіна Сидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритимо наживо про найцікавіші та найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Президент каже про забобони. Суд обирає Ляшкові запобіжний захід. Прокурор просить арешт без права застави. Зеленський та Тимошенко поспілкувалися. Президент каже, лідерці Батьківщини не дають солоденького. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити нашого гостя Олег Стариков, військовий експерт. Доброго вечора. І почнемо щодо екс-депутату, яку сьогодні обирають запобіжний захід. Ось справу Олега Ляшка за бійку з нардепом Герусом оголосив перерву для прийняття рішення. Ще в ході засідання лідер Радикальної партії подякував екс-прем'єр-міністрам за підтримку. Давайте послухаємо. Щиро дякую всім людям, які прийшли на суд, і членам своєї команди, і однопартійцям, і навіть моїм політичним опонентам, які і вчора, і сьогодні висловили заяви на мою підтримку. Я дякую всім цим людям, колишньому прем'єру Арсенію Яценюку, колишньому прем'єру Володимиру Гройсману. У нас багато було, ми політичні опоненти, у нас було багато політичних дискусій. У нас різне бачення розвитку економіки країни. Але коли вони побачили те свавілля і безпреділ, який робиться проти мене, вони виступили із заявами, і я їм за це щиро вдячний. Для мене це надзвичайно важливо. Повірте, коли буду саджати вас, я теж прийду підтримувати. Але... Така мова була Ляшка, він готовий підтримати всіх тих, хто прийшов його підтримати. Як вам ця справа? Як гадаєте, яке буде рішення сьогоднішнього суду? Это будет решение, конечно, принимать суд в своей комнате. Но то, что можно, все политические дивиденды, которые необходимы, Олег Ляшков возьмет. Смотрите, как он оделся. Как Дональд Трамп. Помните на предвыборных дебатах? Ну, он готовился. Да. Вот как он выглядит, как он одет, красный галстук. То есть выглядит прекрасно. И внешне, и речь поставлена. Поэтому я так думаю, опять же, все, что можно, он политически все это подтянет. И уже, я так понял, начал готовиться к возможным досрочным выборам в Верховную Раду. Тобто вы думаете, что будут выборы? И, в принципе, все, что идет, я так думаю, те события, которые развиваются, я думаю, весной или осенью следующего года, они просто обязаны быть. І Ляшко буде один з перших, хто вийде на цю політичну... Он уже начал выходить. А як взагалі вам ця бійка? Як гадаєте, це навмисно зробив Ляшко? Це такий політичний хід? Да, вот он сделал, я говорю, это уже началась предвыборная кампания Олега Ляшка. Это его предвыборный ход. Видите, дело в том, что как туда зайти, на эту территорию? Да ведь ВИП, он не просто, он определил, когда придет Герус туда, знал, когда будет. Значит, взял с собой Бугая, который снимает, да, он пришел с братом, правильно, посильного. И когда Герус смотрел, он не сколько на Ляшко смотрел, сколько на охранника, который стоял. Снимаю, да, который сзади него, и не дай бог, оттуда что-то прилетит. Ну, это, в принципе, это было заметно. Поэтому все это было подготовлено. Брюки, какие он надел, да, он ведь не заметили, да, там салатного или коричневого цвета. И мы же про Ляшко, вот про бийку это говорим. Поэтому подготовлено, все было сделано, все, артист высочайшего. От ми бачимо зараз. Епізод був щойно. Да, поэтому я к чему говорю? Зараз, користуючись перервою, зараз Олег Ляшко дає коментар. Давайте послухаємо і перейдемо. І посадити нас хочуть за те, що ми не боїмося з ними боротися. І мати позицію. Розумієте ви, що протокол від 6 листопада, де пан Герус зазначав, що немає жодних пошкоджень, ні тілесних, ні моральних, але потім цей протокол змінився і зовсім інші свідчення вже були. Це доводить фальсифікацію кримінальної справи проти мене оціми боягузами. Герус 6 листопада після нашої дискусії в аеропорту Бориспіль заявляє, що в нього ніяких пошкоджень немає. 7 листопада його на другий день допитують прокурори. Він знову розказує, що ніяких претензій і пошкоджень немає. А 8 листопада в нього раптом з'являються пошкодження і претензії. І вони за один день зварганили проти мене справу. Вони виконують політичне замовлення, тому що вони мене бояться. Але в них є одна велика проблема. Я їх не боюсь.
У цій боротьбі наступні кроки, які ваші, окрім бійок, окрім таких сутичок? Ми не б'ємося. Окрім сутичок, давайте так називаємо. Наші кроки – це боротьба. Я зроблю все, щоб Україна припинила імпортувати російську електрику. Я закрию цю величезну пробоїну, яку діями Геруса завдано в броні національної безпеки країни. Якщо треба закрити цю пробоїну своїм тілом чи ціною того, що мене посадять в тюрму, я готовий це зробити. Але російську електрику Україна купляти не буде. Я зроблю для цього все. Пане Олеже, правопорушення в своїх діях у цьому інциденті не вбачаєте? Безумовно, ні. Правопорушення немає, ви не порушували закон таким чином? Безумовно, ні. Закон порушував той, хто зраджує країну. Навпаки, захищав закон. Чи вдалося привернути увагу до вирішення цієї, власне, проблеми? Я дуже розраховую, що цей судовий процес приверне увагу усього українського суспільства до того, що нинішня влада фактично здає національні інтереси в угоду Росії. Енергетика, формула Штайнмаєра, земля, підвищення тарифів, все це відведення військ, розведення так зване, а насправді здача наших територій. Усе це здача національних інтересів України. Спроби ввести кримінальну відповідальність проти журналістів, спроби влади нав'язати якісь стандарти новин. Усе спроби внести зміни до Конституції, де повністю узурпувати владу. Все це переслідує одну мету – захопити владу, здати національні інтереси України по плану Кремля. Я опонент цієї політики. Я не дам їм провести цю політику. Дякую. Ось ми послухали лідера Радикальної партії Олега Ляшка, саме засідання суду. Продовжуємо щодо теми. Пане Олег, скажіть, будь ласка, ось ми бачили, що підтримали його екс-прем'єр-міністри. Я сьогодні читала, також Ірина Геращенко висловилася на його підтримку. Це така підтримка колишнього колеги, як гадаєте? Чому саме таку підтримку має сьогодні Олег Ляшко від екс-прем'єр-міністрів, депутатів? Ситуация такая, вот тезисы, которые говорил Олег Ляшко, он, в принципе, себя экстраполирует на правый спектр, да? В принципе, он заходит на спектр европейской солидарности и национального корпуса. То есть вот это право. Поэтому это, вот вы сказали Геращенко, это политические, это сейчас они подтримуют, а я так думаю, когда начнется реально уже предвыборные, они уже будут, извините за такое слово, очень бить друг друга очень сильно. Поэтому это, как это, в политике не бывает ни друзей, ни врагов, есть только попутчики. Вот сейчас пока есть он попутчик, они его поддерживают. Дальше, когда, говорю, начнется реальная политическая борьба, будут лупасить друг друга даже очень серьезно. Олег Ляшко сьогодні багатий на вислови. Ось Олег, лідер Радикальної партії, досить радикально оцінив репутацію президента Зеленського. Слухаємо, як саме. Щодо репутації Зеленського, його репутація закінчиться тим, що він почав. Грав хер на баяні, туди ж і повернеться. Ось як вам такий вислов Ляшко? Это подтверждает то, что политтехнологи, когда вот отрабатывали вот все, вот то, что действие, которое сейчас есть, еще раз говорю, политика это действие, он актер, они же неправильно так делают, это ихняя жизнь, это он правильно делает, поэтому политтехнологи мы отработали определенные шаги, слова, месседжи, и он их прекрасно выполняет. Поэтому он сейчас будет делать все возможное, чтобы дискредитировать власть, которая есть, для того, чтобы прийти к власти. Это нормальная политическая борьба. Это главное, чтобы не переходить эту грань, которую нельзя переходить в нормальной политической борьбе. Я так думаю... Что это за грань такая? Когда перейдет уже на взаимное оскорбление, такого, я считаю, что в Украине нельзя такого допустить. А як взагалі ви ставитеся до того, як влада ставиться до дій Ляшка? Але ж ми ж бачили, бійки були в парламенті попереднє скликання, але вони штовхалися, але щодо суду не доходили.
Глупость. Это глупость, я не знаю, сознательно... Глупость с боку власти. Да. И я еще раз, тут есть два варианта. Первое, или это делают сознательно для того, что Ляшко зашел на правый спектр и выбил европейскую солидарность и национальный корпус. Это первое. Это есть первый вариант. Или второй вариант, просто обыкновенная, человеческая глупость с учетом того, что низкое образование, люди неквалифицированные на этих должностях находятся, и таким способом они его помогают. Но я так, в принципе, думаю, что политтехнологи у власти тоже серьезные. Поэтому я больше предполагаю первый свой варіант. Ну, давайте поговоримо ще одну суперечку. Ось в етері ICTV лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла, чи пропонувала президенту своїх людей на керівні посади. Давайте дивитись разом. Ми передали йому новий курс України, і ми сказали, що ми готові, і це я при зустрічі з президентом йому особисто сказала, що ми готові запропонувати кадри туди, де треба виконувати цей новий курс, і куди можна привести сьогодні не фейкові інвестиції, а реальні серйозні інвестиції. Але сьогодні, після того, як ми побачили, куди рухається ця так звана стратегія, ми заявили, що ми, по-перше, переходимо в опозицію, по-друге, ми не претендуємо на жодні кадрові призначення. Ось президент Зеленський відреагував на слова Юлії Тимошенко. Слухаємо повідомлення з офіційної сторінки у Фейсбук і одразу ж реакцію Юлії Володимирівни. Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на солодкі місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили, адже епоха договірняків скінчилась назавжди. Але подивіться, який гарний вигляд має зараз опозиція. Така фігура. А знаєте чому? Тому що зараз їй просто не дають солоденького. Хотілося б говорити з вами, Володимире Олександровичу, про долю країни. Але ви обрали інший тон. Шкода. Тоді нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на 5 років деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот, а далі все за сценарієм. Ну, ви в курсі. Словом, чекаємо вас на корпоративах. Можна зі своїм піаніно. Пане Олег, ось така розмова. Як вам взагалі формула спілкування президента и лидерка партии? Президент не должен допускать такого, потому что мы понимаем, что это шутки, типа написанные здесь 95-м кварталом, в том виде, которое есть. Но не должен президент, это гарант Конституции, не должен опускаться до этих шуток. Это первое. А Юлия Владимировна она, в принципе, всех пережила. Их никого нет, она все есть. Поэтому президенту страны, я не знаю, кто его это подтолкнул, я говорю, вот то окружение, которое непрофессионально именно в политическом плане, и они не понимают, с кем они, кого они столкнулись с ней. Но я думаю, столкнули политические конкуренты, которые хотят, чтобы между собой Юлия Владимировна завалила, извините за такое слово, но я говорю в политическом плане, президента страны, а они вышли потом, набрали определенный политический рейтинг. И еще раз повторяю, началась предвыборная борьба. Вот она. Это уже начало. Мы сейчас наблюдаем. Тобто... Осенние или весенние, которые придут или к весенним или осенним выборам в Верховную Раду України. Якщо ви сказали, що до виборів... Или переформатирование коалиции и назначение правительства уже коалиционное. Может быть и такое быть. Але все ж таки це рейтинг президента, так? І ми бачимо, що оточення президента не дуже професійне, якщо ми бачимо такі реакції щодо депутатів, щодо висловлення, щодо дій навіть Ляшка. Чому таке оточення у президента? Як гадаєте? Чи немає у них спеціалістів? Чи це голод на кадрів? Що це? Проблема в другом. У нас вот все президенты, в основном, кого возле себя всегда держали, самое близкое окружение. Или своих родственников, или Комовьев, Сватьев, но сейчас артисты, да. В принципе, у президента Зеленского артисты, Соровцы, и там и есть группа, которая от Порошенко, тоже есть определенная группа, она, кстати, вот тоже очень большая. Поэтому он им верит. Но у нас в политике не бывает такого. В политике вот объяснить невозможно им, что нет такого понятия «хороший человек». Должности. Нет должности «хороший человек». И человек
функциональный, который выполняет свои профессиональные обязанности. Если он функционален, он выполняет, любит он тебя, не любит, но он делает свое дело профессионально. За это ему во всем мире платят деньги. А у нас, вот ты хороший, вот ты хвалишь, что, помните мультик какой, люди старшего, кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую конфетку. Вот никак не выбьемся, вот сейчас были комсомольцы у власти, сейчас пионеры пришли, еще следующие октябрята, а потом, дай-то Бог, мы декоммунизируем. Поговоримо ще щодо однієї теми, яку дуже поспішали здійснити. І ось під час брифінгу з прем'єр-міністром Чехії президент Володимир Зеленський розповів, що від зустрічі у нормандському форматі очікує конструктиву, однак зазначив, є місце забобоном. Я хочу вибачитись, що я не поголений, це не просто так. Ви знаєте, у нас є таке українське слово, вибачте, якщо щось неправильно скажу, таке є українське слово «забобони». Да? Суто українське слово, дуже класне слово, я дуже люблю. Такий є забобон. Знаєте, зараз я очікую кораблів. Кораблі повернуться, тоді поголюся. Тобто ми кожного дня вирішуємо якісь питання, якісь кроки, які нас наближають до повернення всього того, що належить Україні. Пане Олег, чого ви чекаєте від нормандської зустрічі, який ми отримуємо результат? Я хочу прокомментировать, что сказал президент. Выглядит он, конечно, плохо. Дело в том, что видно, что он переживает, и переживает за то, что он реально делает. Дело в том, что если есть политическая воля, и она, государство, какое бы ни было, и какое бы ни было окружение, все равно государство его реализует. Как тяжело, не тяжело, но уже оно решается. То есть все шаги, которые идут к нормандской встрече, в том числе от возвращения кораблей, государство все выполнило. Это первое. То есть есть... Ну, з іншого, я з вами не дуже згодна щодо кораблів. Це Росія захотіла віддати, аби нормандська зустріч відбулася. Тут можно по-разному комментировать, но мы говорим про одно, что в нормандской встрече заинтересована как Российская Федерация, так и Украина. Да. И вот на этом, это называется компромисс. И на этом сошлось все. Потому что, я к чему говорю, Путин, он-то, понимаем, он 20 лет у власти, он больше уже Брежнева, правильно? Поэтому он к этому относится, он понимает, что у него сила за ним стоит какая. А президент Зеленский, он поставил перед собой задачу. В принципе, он и стал успешным человеком, и мультимиллионером, он и заработал деньги на своем таланте, и он переживает за это. Я к чему говорю? Что человек переживает и хочет что-то сделать хорошо. И у него, дай-то Бог, у него получается, и нормандская встреча состоится, а вот то, что он не говорит, что там будет в нормандском формате, я так думаю, следующий будет репортаж, или сейчас его обсудим? А ми поговоримо ще. Давайте ось послухаємо тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Привітав здобутки України на шляху до миру та очікує прогрес після зустрічі в нормандському форматі. Я вітаю президента Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки. Успішне повернення додому моряків і інших політичних в'язнів, розведення сил у станиці Луганській, Золотому та Петрівському і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру, і всі українці мають підстави цим пишатися. Ми також вітаємо повідомлення про прийдешній саміт у нормандському форматі та сподіваємось на подальший поступ у досягненні миру. Ось привітали нас із США. Все ж таки, який результат ми отримуємо від нормандської зустрічі? Чего мы сможем повернути? То, что делает президент Зеленский, видишь, поддерживает как Федеративная Республика Германии, Франции, Соединенные Штаты Америки. Ждем теперь от Соединенного Королевства. Вот это и будет так называемый Будапештский меморандум, да, Будапештский формат. Мы ждем, что Соединенное Королевство скажет. Теперь подготовка, что сказал президент Зеленский по подготовке к так называемой Минской встрече. Я с ним, в принципе, согласен, что он не говорит, что там будет обсуждаться. Согласен. Почему? Потому что здесь больше не внешнеполитическая, а внутриполитическая борьба. Как он только скажет, что он будет обсуждать, сразу же он будет подвергнут жесточайшей критике со стороны оппозиции. Но
Есть одно но. В принципе, умные люди советуют, чтобы то, что он хочет вынести на нормандскую, то есть на эту встречу, он должен вынести в Верховную Раду, провести закрытое заседание Верховной Рады, и это необходимо обсудить в Верховной Раде и получить на это добро. Это будет политически верный шаг. И тогда никто не будет обвинить президента Зеленского, что он что-то подписал парламентско-президентской республике, как обвинили президента Порошенко. На каком основании подписал Кучма, а Верховна Рада согласия не давала. Щодо нормандського формату, якщо ви пам'ятаєте, президент Зеленський на зустрічі з журналістами сказав, що тема Криму буде в нормандському форматі. Зараз ми бачимо, що на сьогоднішній навіть прес-конференції не прозвучало, що Крим буде в нормандському форматі. Чому Зеленський спочатку каже одне, а потім інше? Да, это дело в том, что мы видим, в принципе, что президент Зеленского, так называемый, его подсказывает, что необходимо делать внешней политической деятельности. Потому что министр иностранных дел Пристайко что-то сказал, сразу же министр иностранных дел Федеративной Республики МАС приезжает, и его будет поправлять. Какой второй вариант, какие миротворческие силы, если есть только то, что мы договорились. Ну, мы понимаем, о чем речь, потому что нами управляет. Поэтому действительно есть одно, и мы сказали, вот есть большая проблема. Большая проблема. Ее решили разбить... Донбасс и Крым. Ее решили разбить на две маленькие. Правильно, неправильно, это уже, в принципе, президент Зеленский должен отстаивать в беседах и в консультациях, я говорю, с нашими стратегическими партнерами. Без них, большому сожалению, без них мы ничего не можем делать. Это большому сожалению. А ось голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що питання особливого статусу для Донбасу об'єднає парламентарів. Про це він розповів в етері телеканалу ICTV. Якщо ми говоримо з вами про стислі строки, парламент звик вже працювати в стислі строки. Якщо ми говоримо про долучення наших колег, я впевнений, що це повинен не бути закон монобільшості або опозиції. Це питання національної безпеки, територіальної цілісності. І я сподіваюся, що до нього долучаться представники всіх політичних сил, які сьогодні представлені в парламенті нашої держави. Пане Олег, як ви гадаєте, що має бути в новому законі щодо статусу Донбасу? Есть большая политическая проблема, действительно. Значит, что говорит Российская Федерация? Российская говорит про особливый статус Донбасса. Что говорит? Да, особливый статус Донбасса подразумевает влияние этих территорий на внешнюю политику сектора обороны и безопасности. Украинская сторона говорит особенности местного самоуправления. Это местное самоуправление занимается обеспечением жизни людей, но не влияют на то, что я сказал. Поэтому вот этот компромисс должен быть достигнут между российской стороной, как она трактует, и украинской стороной. Я так думаю, вот этот вопрос будет вынесен на заседание. И вот, все равно переговорщики уже на сейчас они должны уже трехсторонней контактной группы об этом говорить. Потому что люди, которые будут избраны, естественно, границы перекроют, потому что страна не может жить без границ. Если мы не закроем границы, это как открытая рана, правильно? Да, а еще юг. Я про Крым говорю, это юг, это вообще. Поэтому это надо все, когда страна будет уже за границами, уже дальше можно разбираться уже с политической составляющей. И самое главное, не нарушая Конституцию Украины. І щодо Криму, ось ви зазначили, а ось повернення окупованого Донбасу та Криму є паралельним питанням. Однак робота над її вирішенням має бути рівностильною. Про це в етері ICTV розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Я розумію, що питання повернення тимчасово окупованих територій Донбасу, частини Луганської та Донецької області, та повернення Криму – це паралельні шляхи, які треба буде пройти нашій державі. Але мені, наприклад, важко визначити, що є пріоритетнішим, а що є менш пріоритетним. Я думаю, що шляхи повернення будуть різними, але намагатися і створювати для цього умови треба рівносильно щодо двох рухів нашої держави.
Ось ми почули Разумкова, і хотілося все ж таки більше про Крим, тому що багато людей живе саме в Криму, наших земляків, і Крим повністю окупований. Як гадаєте, який шлях є, аби Крим повернувся до юрисдикції України? Мы же говорим про реал-политик, правильно? Да, да. Дело в том, что путь этот долгий. Но если ставится задача, она всегда решается. Во всем мире есть задача, то есть ставится задача, она решается. И самое главное, должна быть политическая воля. Это первое. Второе. Экономический рост Украины, решение вопроса закрытия. И самое главное, мы должны бороться за людей. Вот в той войне, которая развязала в отношении после окончания именно вооруженного, жесткого вооруженного конфликта, когда было так подписано, опять же, Минские соглашения, Минск-2, мы перешли в чуть-чуть другую составляющую, так называемую нелинейную войну, в гибридную войну. Так вот, там самое, вот из этих 5 войн мы сейчас ведем, самое основное в этом есть экономическая и информационная война. Так вот, противодействие информационной войне и передача нашей информации на ту территорию, это является самым основным, одной из основных наших задач, которая есть. Я к чему говорю? Потому что мозги промывать, вот он боятся, вот Донбасс вернется, там мозги промыть. Ничего страшного. Славянск был, потом раз вернулся, и все восстановилось. Самое главное другое. Люди привыкли смотреть на власть. Ну, мы все равно постсоветская республика. Если власть, всегда будут надеяться на власть. То же самое возвращаемся к Крыму. Мы должны работать с крымчанами, с гражданами Украины, которые живут в Крыму. Не все же получили российские паспорта, я так понимаю, правильно? Так. Да. То есть это граждане Украины. Граждане України. Ні, ну, ті навіть, які отримали паспорта, це вимушено. Тому казати, що вони самовільно пішли, взяли, це теж неправильно. Я же говорю, так дело в том, что людям надо же где-то работать, правильно, кормить семьи. Если они не получат паспорта, они не будут учителями, там, ну, работать в социальной сфере. Зрозуміло. Пане Олег, тоді, на вашу думку, чому російська агресія розпочалася саме з Криму? А питання повернення окупованих територій розглядається з Донбасу. А потому что это самая слабая территория была. Именно там не было Украины на той власти Украины на той территории. Ну, в Крыму. Почему? Потому что... А в Донбассе была? В Донбассе в Донбассе была экономическая составляющая, а в Крыму в основном-то разграбливалось. Ну, если честно брать, южный берег Крыма в основном-то земли брали и для того, чтобы строить там свои маетки и тому подобное. А деньги очень мало вкладывали в Крым, правильно? Ну, если так говорить. В основном Россия вкладывала очень большие деньги в инфраструктуру и в Севастополь. И когда мне офицеры военно-морского флота Украины еще до 2013 года говорят, вы делаете что-то, потому что уже Севастополь уже не украинский, он уже российский. Они уже в 2013 году говорили, уже он российский полностью. Делайте что-то. І влада нічого не робила, на ваш погляд. Да, вот я же про это говорю. Про Донбасс, там ситуация чуть-чуть другая, там больше экономическая составляющая. Ну, и там есть определенная... Добре, чого бажання влади немає, аби розпочати паралельно повернення Донбасу і Криму? Хороший вопрос. У меня ответа на него нет. Я могу только предполагать, но ответ может быть только такой, что не хватает общего уровня образования, стратегического мышления, как Горбачев, мышление, как Горбачев говорил. Да, у новой власти не хватает. Кстати, то же самое и у старой не хватало, в принципе, вроде бы только говорили, а реальных действий особо-то никаких-то и не было. У нас много старые говорили, а ничего не делали. А ця влада не говорить, ничего не робить, так? Они даже не понимают, что... Проблема-то в том, что очень мало людей, обладающих стратегическими знаниями, институционной памятью, которые находятся в секторе обороны и безопасности и в Министерстве иностранных дел. Это большущая проблема. Большущая проблема. А никто не хочет ее решать. Потому что назначение на должности стратегические, дело в том, что вооруженные силы это отделено от Министерства обороны. Но назначение в Министерство обороны как руководство, так и заместители, это вызывает и невыполнение речной национальной программы под эгидой Комиссии Украины НАТО и стратегического оборонного бюллетня. Мы к 2020 году должны подойти к оперативной совместимости, а что-то особо нет. Кстати, Минобороны должна быть демилитаризирована, а 20% там еще военнослужащие. І повертаючись до нормандської зустрічі, там
буде все ж таки підніматися тема саме Донбасу, це зустріч приведе до того, аби крок повернення окупованих територій було, якісь кроки були. Навіщо ця зустріч, що маємо основна мета? Так вот мы же говорили, что есть желание двух сторон по возвращению кораблей. Первое. Есть желание наших стратегических партнеров решить вооруженный конфликт, который есть в центре Европы. Они Украину считают Европой. Слава богу, что нас не считают не буферной зоной, а Европой. Это хорошо. Федеральный канцлер в 2020 году уходит. При ней начался это вооруженный конфликт. В 2020 году произойдет транзит власти Федеративной Республики Германии. Германия имеет влияние на Российскую Федерацию. Имеет. Она серьезнейшее влияние имеет. Я вообще считаю, что... Вы бачите цей вплив? Да. Я вообще, у меня особое мнение к Північному потоку-2. Я вижу это по-другому. Я считаю, что Германия втягивает, то есть не Российская Федерация втягивает, а Германия втягивает. Потому что 2 мировые войны были развязаны Германией. Территории жизненных интересов. Они сейчас решили с помощью экономики. И самое главное другое. Президент Франции сказал, что Российская Федерация нельзя ни в коем случае, чтобы она ушла под Китай, чтобы это стало зоной интересов. Так вот, вот эта геополитика сейчас на нашей стороне. И нам надо сделать все необходимое, не допустить ошибки, для того, чтобы мы вот сорвали эту встречу. Я так думаю, компромисс будет. И еще раз говорю, здесь большую роль играет Министерство иностранных дел. Как она доведет нашу политику, и все равно вот эти документы, которые готовятся, это же президент говорит, что-то мы там ничего не готовим, но все готовится, да, документы идут по кругу, они читают, все вычитывают, там, не запятые ставят, а месседжи. И вот как только это будет согласовано, потом в Российской Федерации, это будет подписано. Еще раз говорю, для того, чтобы это было подписано, президент должен получить согласие Верховной Рады, закрытое заседание, которое обязывает всех, чтобы ни в коем случае не выбежали уже через 5 минут после заседания и начали всем рассказывать. Это будет уже зрада національних інтересів. Зараз ми бачимо в полі огні засідання Бориспільського суду. Там обирають запобіжний захід екс-народному депутату Олегу Ляшку. І як він вийде як судді вийдуть до нарадчої кімнати, ми обов'язково покажемо, як все це відбувається. А зараз поговоримо щодо енергетики. Ось міністр енергетики Олексій Оршель заявив, умови Газпрому щодо контракту про транзит газу є неприйнятними. Давайте послухаємо. Давайте так відверто. Та пропозиція, яка зараз отримана, вона є неприйнятною для України, зважаючи на те, що треба відмовитись від арбітражів і підписати договір лише на 1 рік користування українською газотранспортною системою. Це є відверто неприйнятним. А якщо ми приймаємо певній формі наші вимоги по арбітражу, якщо ми підписуємо довгостроковий контракт, ми можемо знаходити компроміс. Ми бачимо, що черговий ультиматум країни-агресорки – це газ. Як вона намагається шантажувати, звичайно, а як гадаєте, вдасться це зробити Росії на нормальній Все равно контракт будет подписан. С Украиной? Будет. Но я не говорю, что он будет подписан завтра, послезавтра, 1 января, но все равно будет подписан. Это первое. Второе. Какие умовы? Вот я рассказываю. На встрече, которая будет в нормандском формате, так же самое будет обсуждаться и этот вопрос. Это один из... Дело в том, что Западная Европа, в принципе, и газа не хватит, потому что не достроит ни Північний поток, не достроит, в основном транзит должен идти через Украину. Это будет один из форм давления на Россию, ну, как сказать, неправильно сказал, форм общения. Они же общаются, да, там обсуждают, да, это мы тут что-то, они общаются. Это будет один из форм диалога между Западной Европой, конкретно Федеративной Республикой Германии и Россией, для того, чтобы тот пошел на определенные компромиссы. Украину тоже будут вынуждать компромиссом, но, еще раз повторю, компромисс должен быть утвержден Верховной Радой. И это будет один из переговоров. Поэтому, может быть, после заседания вот этой встречи будет подписан. Если не будет подписан, будет подписан чуть-чуть позже. Но транзит газа все равно пойдет. Он будет идти, потому что Западная Европа заинтересована в том, что газ поступал с России в Западную Европу. Поэтому они будут, я не говорю, что они на нас будут давить, но они сделают все возможное, чтобы газ пошел.
Дуже дякуємо вам. Олег Стариков, військовий експерт, був з нами. Дякуємо, що прийшли. Далі ефір продовжують «Заман українською», а ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайте. Бійка з Герусом може коштувати Ляшку